Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мои дорогие, я долго думала, выходить ли сегодня на связь или нет, но все-таки решила, и буквально несколько минут расскажу, что уже случилось у нас. Какая неприятность у нас случилась в семье перед самым Новым годом. 30 декабря, где-то около 12 дня, маме стало плохо, и она у нас у нее случился инсульт. Оказалось, что это инсульт. Ей стало плохо, она сознание не теряла, но Ибрашка сразу понял, что это инсульт. Мы вызвали быстро скорую. Скорая приехала в течение 10 минут. Это было просто даже удивительно, что так быстро среагировали. Оказали ей первую помощь, повезли в больницу, и мы пролежали 4 дня, по-моему, в реанимации. И остальное время уже она сейчас лежит в сосудистой неврологии. Алхамдулилlah, маме лучше, конечно, по сравнению с тем, что было. Ну, вы сами знаете, ей 90 лет. Я благодарна врачам, они очень оперативно и хорошо сработали, все. Ну, маме сразу же, практически на второй же день стало намного лучше, она и узнавать нас начала. На второй же день приехал мой брат, которому я безмерно благодарна, он очень мне помог, без него бы, конечно, я, наверное, справилась бы, наверное, но намного сложнее мне было бы. И я благодарна всем моим родным и близким, которые поддержали меня, помогли нам, и сейчас поддерживают и помогают. Вот так вот, друзья. Она не парализована, руки, ноги у нее работают, но, конечно, она очень слабенькая, пока на ноги стоять и сидеть она не может, но она всех у нас узнает, но она не чувствует пол лица и не может разговаривать. Она как-то объясняется руками, хочет. В основном мы, конечно, ее понимаем, но очень многое мы не можем понять, и от этого и она нервничает, и мы нервничаем. Уже когда мы совсем ничего не можем понять, она кидает рукой и уже отворачивается. Со вчерашнего дня мы стали даже с братом наблюдать, она уже сама без нашей помощи может и повернуться на один бок, а потом же перевернуться и на другой бок. А то так мы ее вдвоем переворачивали. Вот как-то так, друзья. Не знаешь, что произойдет и когда произойдет. Это был гром среди ясного неба. Я, конечно, сильно растерялась. Я не знала, как себя вести, если даже, честно, не могла даже найти документы, которые лежали просто передо мной, чтобы отдать работникам скорой помощи, врачам. Вот такие вот дела, друзья. И вот мы теперь вдвоем с братом практически все время вместе. Но посещают нас, приходят родные, когда можно посещать. Все наши родные и близкие побывали у бабушки. Она всех узнает, даже тех, которых давно не видела. В принципе, она адекватная, но вот она не может выговорить. Хотели мы, чтобы она написала что-то, но у нее не получается. Хотя руки работают, но вот именно вот написать почему-то она не смогла. Вот. Сегодня будут врачи, потому что до сих пор были дежурные врачи. Хотя сказать, что это дежурные врачи, и они просто так отнеслись к этому, я не могу. Все врачи, которые ее смотрели, которые ее, ей помогали, я им всем благодарна, и врачам, и медперсоналу. Все было сделано очень хорошо и оперативно, я им благодарна. Но сегодня уже 9 число, и сегодня уже будет, наверное, свой лечащий врач у нас. Посмотрим, что она скажет. Мама немножко... Единственное, что нас тревожит, она очень мало ест, отказывается от еды. Постоянно пьет водичку, сок какой-то. Не отказывается от йогурта. Единственное, она так может поесть йогурт. А вот именно еду, хотя каждое утро я ей готовлю суп-пюре, бульончик, что-то такое, чтобы она поела, буквально 2-3 ложечки, больше не ест. Вот так вот. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня я тоже уже, вот как видите, собралась ехать в больницу. Ночью остается мой брат, днем мы вдвоем, как я сказала, целый день. Просто на ночь я прихожу, готовлю с утра уже. Вечером, конечно, я никакая. Прихожу домой тоже с давлением, вся разбитая, не знаю, просто усталая. Поэтому вечером я ничего не делаю. Благо дело, мальчики дома
у меня порядок, никакой грязной посуды, ничего. Тоже я им благодарна за это. Помогают мне и постоянно приезжают туда, и то, что нужно, и привезти, и если что. Короче, в этом плане все хорошо. А утром я рано встаю, делаю завтрак для семьи, здесь для пацанов. И обед им сразу же готовлю. И готовлю, что повезти, ну, понести в больницу. И все, и уезжаю. Вот сейчас, сегодня, правда, пораньше. Так-то туда не запускают. Раньше 10 утра. Но сегодня мне нужно поехать пораньше, потому что нужно собрать еще анализы у мамы и подготовить маму к врачу. Потому что новый обход будет, новые врачи будут. И вот решила сегодня пораньше. Решила записать все-таки этот ролик. И знаете, почему решила? Потому что YouTube продвигает мой ролик, который снят еще в сентябре прошлого года, и оттуда идут очень много подписчиков, и которые просто могут не понять, почему я им не отвечаю на комментарии, почему меня нет, почему нет влогов. Так-то мои давние подписчики знают, что я редко снимаю, ну, снимаю из-за заказов, да. Но некоторые девочки знают, что со мной произошло, что с нами произошло, вернее. Я им тоже благодарна, они очень меня поддерживают. Спасибо им за это. Все-таки, когда как-то о твоей боли знают и тебе хотя бы говорят приятные слова, поддерживают тебя, молятся за твоего родного и близкого, это многого стоит. И огромное вам спасибо, девочки, всем. Вот так вот. Поэтому сейчас у меня как-то вот днем, когда я сижу с мамой рядом, у меня, по идее, получается много времени, поэтому я начну отвечать на ваши комментарии. Буду ли я выпускать ролики, я не могу вам точно сказать, как получится. Ну, по крайней мере, как могу, я буду выходить на связь, хотя бы говорить вам, потому что я знаю, что все мои подписчики очень любят мою маму, что будут беспокоиться, я буду вам говорить хотя бы о ее здоровье, если хоть не будет других влогов. А так я не знаю, может не знаю, может и не буду вообще снимать, посмотрим. Жизнь покажет. Но чем больше людей будут молиться за маму, мне кажется, ей будет лучше. Поэтому я вам всем заочно благодарна. Хотя мы никогда и не праздновали Новый год, но тем не менее люди в этом году и мало кто поздравляет друг друга. Но все-таки я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать вам здоровья всем. Вам, нам, всем только здоровья, остальное все можно сделать, все приложится. Лишь бы мы были живы и здоровы. И лишь бы был, конечно, мир на земле. На этом я свой влог закончу. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну и извините, если что. Мяшта хочешь.